26 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,22 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,25 до 10,20 сомони. 1 евро от 10,2203 до 10,19 сомони, 1 российский рубль от 0,1668 до 0,1693 сомони. Котировки фьючерсов на НИФ в ИТИ выросли в ходе азиатской сессии в пятницу и составили $93,47 за баррель. Нефть марки Brent достиг отметки в $100,33 за баррель. Стоимость золота в пятницу утром составляет $1769,50 за тройскую унцию. Порядка 30 соглашений на общую сумму свыше 950 миллионов сомони подписано по итогам Международного форума по Миринвест, проходившего 17 августа текущего года в городе Хароги, административном центре ГБАО. Как сообщили в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, в форуме приняли участие более 150 человек, в том числе инвесторы из России, Китая, Турции, Казахстана, предприниматели из Душанбе, ГБАО, Сагдийских и Хатлонских областей. Подписанные в результате встреч в формате Б2Б соглашения предполагают прямое сотрудничество в секторе строительства, горнорудной и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, организации IT-парков и другое. По данным Госкоминвеста, в 2021 году в экономику ГБАО было привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $3,7 миллиона, что составляет всего 1,1% от общего объема такого капиталовложения по республике. В 2008-2021 годах приток иностранных инвестиций в экономику города Бадахшанской автономной области составила $103,7 миллионов. Общая сумма внешнего долга Таджикистана на начало июля текущего года по статданным составила $3,254,4 миллиона. По данным статистики, на начало июля численность населения Таджикистана составила примерно 9,988,000 человек. Если разделить внешний долг на душу населения страны, то на каждого таджикистанца приходится $325. Непосредственно государственный долг за этот период сложился в размере $3,110 миллионов. Долги с государственной гарантией $144 миллиона. Долг Национального банка республики, привлеченный у Исламского банка развития, составляет $400 тысяч. Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов с 13,25% до 13,5% годовых. Такое решение принято на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике НБТ, которое прошла в минувшую пятницу. Новая ставка заработала с 22 августа. Повышение ставки объясняется регулятором сдерживания инфляции в среднесрочной перспективе в рамках целевого показателя. Целевой показатель уровня инфляции на 2022 год установлен НБТ на уровне 6%, как и в прошлом году. Годовая инфляция, то есть с июля 2021 года до июля 2022 года, по данным НБТ, составила 8,3%, что на 0,3 процентных пунктов выше уровня 2021 года. Уровень инфляции повысился в основном за счет удорожания продовольственных товаров на 4,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,1%, а тарифы на платные услуги населению на 1,3%. Ставка рефинансирования в этом году повышается впервые. В 2021 году ее поднимали 4 раза с 11% в феврале до 13,25% в октябре. Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму более $82,9 миллионов за 7 месяцев этого года. По данным таможенной службы страны, помощь поступила в объеме около 9 тысяч тонн из 56 стран ближнего и дальнего зарубежья. В республику в основном в виде гуманитарной помощи поступили медикаменты, продукты питания, оборудование и другое. Среди доноров наибольший удельный вес приходится на США 39,6%, Китай 28,7%, и Японию 4,9%.